Это мы! Централизованная библиотечная система – это не просто 18 структурных подразделений со своими планами, да, и работой, но это и сообщество близких по духу людей. Это мое настоящее и будущее. Сообщество креативных, умных, трудолюбивых, красивых и энергичных людей. Команда единомышленников, и это мой родной, любимый коллектив. ЦБС для меня большая семья. Бирге үлелир коллегаларым, библиотекардар. Онна бу биһиги бары бирге үлелир программалар быт, проекттар быт. Онна корпоративный теряхиннер бит. Я проработала 26 лет, и это, конечно же, часть моей жизни. Это для меня место моей работы. А я как библиотекарь, посредник между книгами, источниками и читателями. Ну, ЦБС, во-первых, это место моей работы, в которую я уходила, потом вернулась, потому что без ЦБС жить, оказывается, скучно. Раньше не думала, что такое. Это место, где я отдыхаю душой, потому что тут много книг, а я очень люблю читать. Это единый организм, который работает и развивается на благо наших читателей. Большой коллектив творческих, преданных своей профессии людей. Как новому сотруднику это все новое, интересное, познавательное. Команда, в которой все вместе работают молодые, креативно мыслящие сотрудники. Для меня ЦБС не только место работы, но и место моей самореализации. Для меня это любимая работа. Это коллектив единомышленников, объединенных одной целью, задачей и миссией системы. В первую очередь коллектив, в котором я уже давно работаю, который отчасти как семья, и которым мы, наверное, гордимся. Якутская ЦБС – это наш родной коллектив, вечно молодой и креативный. Для меня в первую очередь это мои коллеги, это классные специалисты, профессионалы библиотечного дела. ЦБС – это для меня мой коллектив, это наша команда. Это больше, чем моя работа, это моя жизнь, часть моей жизни. Это большая команда, ведущая к информации, несущая культуру и вдохновляющая к чтению. Это, наверное, прежде всего коллектив. В первую очередь, это, конечно, люди. Все мы знаем, что одной из главных ценностей библиотек являются фонды, но второй главной ценностью я бы хотела все-таки поставить наш высокопрофессиональный коллектив. Это сплоченный, дружный коллектив единомышленников, преданных своей профессии, и наш второй родной дом. Это кладезь знаний, откуда можно почерпнуть доброе, светлое, полезное. Это машина времени. Стимул для воображения человека. Самые верные друзья. Источник информации, источник знаний и лекарства для души. Хранилище знаний, с которыми мы должны делиться с нашими читателями. Из книг мы получаем всю ту нужную информацию, которая нам нужна. Книги – это наши наставники. Ну, прежде всего, друг, помощник и даже, можно, наверное, сказать, что-то вроде машины времени. Творчество и фантазия. Это духовная пища. Это лекарство для души, натуральное. Я без книг не могу жить. Это источник достоверной информации. Окно в мир. По моей жизни это как советник, как советчик, как ответчик. Самое гениальное изобретение человечества. Как сказал французский писатель де Курсель, книга – это сосуд, который нас наполняет, но сам при этом не пустеет. Для того, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, нужную ему информацию. Такое место, где мы находим друзей, близких по духу людей. Это место встречи людей, идей, творчества и интересных мероприятий. Получите доступ к знаниям и культуре. Библиотеки нужны для того, чтобы человек был творцом своего маленького мира. В
первую очередь нужны нам для души, но вместе с тем это самый лучший вариант для самообразования. Для того, чтобы каждый нуждающийся мог найти и пополнить необходимый для себя запас витаминов безвозмездно. Чтобы обеспечивать доступ к знаниям и культуре. Библиотеки, культурные центры, это важнейший социальный институт для развития гармоничной личности. Это место для сохранения и обмена информацией. Для отдыха души от повседневной суеты, для развития и умиротворения. Для популяризации чтения. Для общего пользования. Библиотека – это источник информации. Нужны для культурного образовательного досуга. Чтобы хранить информацию разного профиля и чтобы люди развивали свою эмпатию, взаимоотношения с людьми. И вообще библиотека – это место досуга. Чтобы получать знания. В первую очередь библиотека – это место общения, стало для многих уже в последнее время. И для нас, библиотекарей, библиотека – это распространение информации. Это не только дом книг, это и не только лекарство, это, извините, кладезь, мудрость. И вообще, как можно жить без книг, я не представляю. Библиотека – это место встреч. Ой, хангалтай темера людей мохтада. Или мы где хатучо. Вот он где хайна. Вот он мы где Единственная книга для меня вот трудная – это «Перышкин физика». Со школы, как только я начинаю читать, я засыпаю от Перышкина. Вот у меня в изголовье лежит Перышкин 6 класса. Все, да? Все? Давай тогда заново. Я-то не знала, чем закончится у тебя. Жестко так cuidado, вообще звери.